Жакейки сам. Я хочешь. Но все же постарайся на русском, а то буду это. Не, я всего один раз нормально понимал, когда Анзор Цеков был в эфире. Анзор? Ну, он вставлял 2-3 слова и те. Анзор Цеков, ну. Боец, который... Да, пацан, да. Я скучаю за голову. Да, ну ничего. В общем, где будешь по-русски спрашивать, там буду по-русски. А так сжег на густо. Не описуй. Ну если что-то там говори, там ключевое слово, там расстояние, например, скажи, и я буду понимать, короче, там или там количество, я понимаю, о чем. Все? Хорошо. А это мы предыдущий эфир, она нам будет писать вопросы и там потом. Ну, там пишут вопросы, и она сюда пересылает. Мы будем здесь видеть. Да? А реально тут не вес. Да, все как надо вообще, уровень. Все, начнем. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас снова в нашей рубрике «Прямой эфир с гостем». Сегодня у нас очень необычный гость. Познакомьтесь, пожалуйста, Замрат Дахчуков. Если я не ошибаюсь, ты с аула Кайдан. Беседа у нас пойдет о недавнем конном переходе. Как вы заметили, у нас инстапространство разрывается от публикаций, где несколько десятков конников перешли с Кайдана в Красный Восток. Кстати, первый переход был с Красного Востока, наоборот, в Кайдан. Вот сейчас подробно об этом событии мы и будем вести беседу с Замратом. Замрат, еще раз салам алейкум, большое спасибо, что ты нашел время, чтобы нас посетить. Уверен, у нас будет очень живая, интересная беседа. Почему? Потому что на самом деле реально всю общественность интересует, как же так получилось, кто организатор, какая философия вообще этого мероприятия. Вот все вот эти моменты мы сейчас как бы с тобой планомерно будем обсуждать. Самым первым вопросом, конечно, хотелось бы спросить, что совсем недавно, где-то меньше месяца назад, был первый переход с Красного Востока в Кайдан. Вот расскажи, пожалуйста, вообще, откуда пришла идея, как вы организовались, причем очень много людей, там по фотографиям видно, просто конца края нету. Вот. Просто расскажи вкратце о самой сути и зарождении вообще этого события, мероприятия. Салам алейкум, замаги, всем салам алейкум. Ну, начнем с того, что это было конкретно 23 февраля, на День защитника Отечества. Ребята, красновосточные ребята, мы тесно дружим, все равно, как бы там ни было, что, несмотря ни на что, ни на какие расстояния и так далее, мы тесно дружим с ребятами, видимся. И тут просто между собой разговор прошел. Разговор прошел еще тогда, когда у нас было 90-летие села. Просто так между нами, ребятами, разговор произошел. То, что мы... нет, ребята, те красновосточные ребята придут к нам в гости верхом на лошадях. Ну, некоторые люди особо этому значения не придали. Но прошло около 1,5 лет после этого. И где-то 20 числа мы начинаем созваниваться друг с другом. Мы 23-го приедем, как раз была пятница. Давай, приедем. Ну, конечно, приезжайте. Кто у нас никогда не бывает. Только вперед, только вместе. В общем, 23 числа утром, где-то в 7:30 мне позвонили ребята, красновосточные ребята. Там их огромное количество, у меня очень много там друзей, я не буду никого называть, потому что все знают. И боюсь кого-то забыть просто. В общем, мы созвонились, и где-то к обеду, где-то часам 12, наверное, 62, Амиран, ты, в смысле, это вообще непередаваемо. Я вот сейчас говорю, у меня опять мурашки лезут. 62 всадника заезжают у нас из село, оттуда мы их встречаем. Кто на машинах, кто тоже на лошадях. Короче, мурашки, я же говорю, это вообще непередаваемое видео. Ты правильно сказал, все разрывалось.
Заехали в село, по селу проехали, такая красота, лошади, флаги, все в этих костюмах национальных, кумжи, вапа, вапча, в смысле это вообще. И заехали, в общем, проехали по всему селу. Те, которые об этом не знали, об этом мероприятии, вообще, в смысле, у них челюсти попадали. Вообще страшно. Ну, особенно верхняя часть села, все поймут, наверное, о чем я говорю. Короче, ну, прямо старшие наши собрались. Это все, ну, все, короче, бараш. Ну, в общем, поварили мясо, там туда-сюда встретили, в общем. Встретили, я считаю, ну, на должном уровне нормально встретили, покушали, выпили, чай, кофе, ну, все, что надо, выпили, в общем. Красиво посидели, где-то часа два. Кто-то там сено приволок, ну, еще же травы такой столько не было на тракторе. Сено приволокли, чуб большой. Эти молодежь его разложила, каждой лошади по кусочку, ну, чтобы голодные не стояли тоже. В общем, и лошади поели. Где-то часа два посидели на лошади и обратно домой. Очень хорошо посидели. Я потом, у нас там группа в WhatsApp и так далее. В общем, столько благодарственных слов, все, разход туда-сюда, ну, все как красиво вы сделали. В общем, ждем вас к нам теперь. С ответным визитом. Да, ответный визит. Ну, опять многие, наверное, этому значения не придали. Ну, прошло, считай, с 23 февраля, март, апрель, даже больше, да, почти больше 2 месяцев получается. 5 мая, ну, периодически мы опять созванивались, искали момент, ну, кому как будет проще, чтобы метили на 3 мая. 3 мая и так праздник у нас в республике, и там какие-то другие нюансы. У кого-то времени не было, у кого-то не получалось с работой. Тут же у нас история такая интересная, то, что у нас красновосточные ребята, очень многие в Ставропольском крае, Кисловодск, ну, да, Подкумок, а 3 мая к ним отношения не имеют, они работают. И вот из-за этого не получалось. Очень многие хотели присутствовать на празднике. И, в общем, перенесли на 5 мая, суббота как раз. Собрались, там старшие, ну, у нас серьезные старшие такие, собрались, смотрите, чтобы 5-го 6 часов все собрались, да, выдвигаемся. Ну, все хорошо прошло, благополучно прошло. Собрались. И 5 мая, как сказали наши старшие, где-то 6:30, наверное, в путь. Нас было чуть, конечно, меньше, ну, Красный Восток и Кайдан, да, ну, чуть меньше нас было, где-то человек 18, по-моему. В смысле, там тоже, ну, нормально, короче, мы собрались, лошади, вроде всадников хватает, лошадей что-то не хватает. И начинались вот эти молодые, молодняк, лошади. Ну, в общем, сели где-то человек 18, 20 не было. И вперед. Опять-таки, кто на машинах, у нас там же дорога есть, как-то мы ее даже показывали. Ребята приезжали, я им показывал, как можно проехать. Я на машине, ну, лошадь не нашлась, у меня железный конь. В общем, проехали мы Красный Восток, приехали где-то к полудню, наверное. Тоже вот так. Ну, часа 3, если не спешить, не убивать лошадей, часа 3 хорошим ходом. Приехали, опять меня все переполняет, как будто я сейчас опять в Красный Восток заехал, вот это на Нарзан поворачиваем. Вереница, колонна, машин, дорогу закрыли вообще, ну, одну сторону оставили, конечно. Ну, встречный поток оставили, а дорогу закрыли. Тут ребята к нам поднялись тоже, ну, встречать, тоже человек 15, наверное, всадников. Они встретили какую-то другую дорогу, тоже показали, но более близкую. Так-то все там, все ходки, я тебе дам. В общем, приехали.
где были абазинские игры, все знают, наверное. Да, в Красном Востоке. На стадионе. Стадион, в смысле, переполнен был людьми. Запах мяса. Очень праздник, да, атмосфера музыка, да, вообще это непередаваемо. Нателла песни поет, мы туда заезжаем на лошадях, ну кто на лошадях, на чем. Очень приятно, очень от души посидели, встретили. В смысле, там ребята старались тоже, я всех знаю, чтобы не обидеть никого из женского пола, ну, вплоть до салфетки, вплоть до зубочистки, да, все. Вот так, наверное, честно. Да, ну, вообще, это непередаваемо все было. Точно так же, как и у нас. Часика мы 2-3 посидели. И всадники в путь снарядились, опять их проводили, на край села вывели, на дорогу поставили. Айда, хайшем, сила. Ждем следующий поход и так далее, и так далее. Вот так как-то все было. Очень на высоком уровне нас Красный Восток встретил Игорь Хутов, глава сельского поселения Красновосточного. Он сам говорит, рассказывал, ну мы общались, он говорит, ребята, вот я же то, что я перечислил, все сами, везде успели, приготовили, все. В общем, огромные молодцы. Меня переполняют чувства, то, что мы, действительно, наш маленький Кайдан, он маленький, действительно маленький по сравнению с Красным Востоком. Но, тем не менее, мы продолжаем вот это старинный, ну, как сказать, обычай. Может, раньше на конях так не передвигались, может, столько не было лошадей, но и тем не менее, мой дедушка пешком ходил в Красный Восток. Не то, не на лошадях, сейчас люди на машину сесть, ну да. И, в смысле, по полю, да, по трассе так ездят все. А так через горы ленятся даже на машине проехать. А деды наши пешком ходили. Мой дедушка женился на моей бабушке из-за того, что она с Псыжа ходила в Красный Восток, ну, к родственникам. Обратно шла, стемнело и ночевала в Кайдане ту ночь с сестренкой своей. И там мой дедушка ее увидел, и получилось то, что я получил. Понятно. Вот так они. Всю жизнь вот так мы. Ну что сказать, Зумрад, честно, ты вот говоришь, у меня прям улыбка до ушей, прям аж, честно, щеки чуть занемели. Ну вот ты так рассказываешь, что энергетика аж мне передается, да, я прям аж сам заряжаюсь. Это действительно очень красиво. Насколько это на видео прям заряжает, знаешь, вот каждая твоя вот клеточка, прям вот этот ген, да, такой прям всполыхает, прям, я не знаю. А если это вживую, так вот, как ты говоришь, у мурашки, это, наверное, невероятное зрелище. Вот теперь вопросы касаемо как раз организации, непосредственно встречи, стола, да, вот кухни, назовем это так. Получается, с твоих слов, что это все просто вот общественная инициатива. Ребята просто созвонились, один мясо подготовил, другой там фрукты, третий там чаш, все там вот. Так получается, просто вот инициатива добрососедства, дружбы, чтобы встретить своих братьев с другого села, вот порождает вот такие мероприятия. 100%, не более того. Почему так получается? Вот я на нашем примере, вот 20 февраля, ну мы как-то разговаривали, был разговор об этом. 20 февраля или 21 февраля, я точно уже не помню, вот это конкретно. А мы когда услышали, что 23 числа, ребята, у нас тоже там в селе маленькая группа, такая есть, человек 30, наверное, да? И я в WhatsApp, голосовое сообщение, ребята, к нам приедут, нужно достойно встретить, достойно с ними посидеть, достойно проводить. Ребята, зам'ю Аллах разрасхат. Вот это все ребята, вся вот эта банда, может, ну, то, что в WhatsApp. Мы быстренько, все, сейчас ничего из этого нету, дефицита никакого нету. Все мы знаем, как можно быстро денежку перевести друг другу на номер карты или там у всех, наверное, ни у кого не осталось, чтобы не было на телефоне приложения Сбербанк онлайн. Быстренько все это решилось. Вот буквально завтра они приедут,
на утро уже вот к тому времени, к 7-8 часам было все готово. В смысле, казаны кипели, красота. Там все подтверждение есть этому, да. Казаны кипели, кто-то картошку чистил, сидел, кто-то мясо разделывал, кто-то лук чистил и так далее. Там, это у нас когда было. Там не было старше, ты должен сделать или ты должен делать. Мой отец сидел, картошку чистил, я когда, вот, и чтобы запечатлеть, даже видео у меня осталось, я папе показываю, папа, вот, говорю, ну, сынок, так надо было. Да, просто встали и сделали. Да, встали и сделали, никаких других этих нету. Вот это красота. В Красном Востоке 100% так и было, потому что я как сказал, мы созваниваемся, мы переписываемся, мы встречаемся. Бывает, мы выскочил и где-то в горах с кем-то. Они часто ездят на лошадях, ребята. Есть дорога, еще чуть левее есть дорога. То, что прямо поднимаешься, там чуть-чуть она ухабистая тогда, но верхом можно ехать, на машине нельзя. Вот. Если самый длинный путь смотреть вот так, около 30 километров. Всего лишь. Это получается, мы по трассе едем... Вы по трассе едете 70? Да, 65-70. Да, там, вы да. вот Так, Черкесск 30 километров? Да. Вы по трассе едете 70 в обход через Джигуту, или Теркач и так далее, и так далее. Вот это обход. Даже и мы так ездим. Почему? Потому что когда нет возможности проехать в связи погодной условий и так далее, там зима, грязь, слякоть и так далее, ездят и в обход. Ну, большинство, я никогда не останавливаюсь, если погода позволяет, никогда. Прямо через горы по вообще. колее, да, вообще, по колее, да. 30 километров? 30 километров, да, от края до края ровно 30 километров. В принципе, для конного перехода и для здорового мужчины это не так уж тяжело, можно сказать. Абсолютно. Абсолютно. Туда 30 и по селу там, ну, вообще протяженность Красного Востока 7 километров. 7 километров и плюс-минус там, ну. Ой, да в тот момент, когда уже, наверное, доезжаешь, что вот этот всплеск эмоций, уже усталость пропала, да, там подъем такой энергетический. Обратно всегда тяжелее. Ну это да, обратно конечно. тяжелее. И тем более там ситуация такая, когда едешь туда, в Красный Восток от Кайдана, всегда на подъем идешь. На подъем, хоть лошади тяжелее, коню тяжелее, а тебе не так тяжело. Обратно спускаться всегда тяжелее. Ну да, тебя дотянет. Вот. Тут уже нужно спинку, пресс напрячь. Да, я понимаю тебя. Ребята городские с нами тоже, ну, чуть тяжеловато им пришлось, конечно, особенно на обратный путь. Да, вот тут теперь самый, пожалуй, главный вопрос, центральный вопрос вечера, как говорится. Первое, будет ли расширяться, ну, как сказать, это может, в принципе, сделать любой аул, но ты скажешь, как представитель сие красивого действия, сие великолепия, давай спросим у тебя, и уже как экспертное мнение твое уже будет. Вот, будет ли расширяться география переходов, и как быть с теми, ну, скажем так, простыми обывателями, как я, которые вот хотели бы присоединиться к этому, которые вот безвылазно с города Черкесска? Давайте я тоже добавлю. Тут как раз вопрос, будет ли какое-то продолжение в дальнейшем. Как раз мы об этом часто начинаем разговаривать, мы разговариваем на эту тему. Как раз те, у кого есть желание, вот у нас, вот мы когда в Красный Восток ехали, были представитель с Кубины был, например. Он когда не зять, но тем не менее он наверхом с удовольствием с нами прокатился. И туда, и обратно. С Красного Востока, когда ехали к нам, ребята, был представитель с Псыжа, например. Он тоже к нам приехал, Рустам, очень хороший. Еще был Радик, Кукил Радик. Он тоже с ними приехал. Почему? Потому что это касаемо уже, ну, своих каких-то, наверное, соображений, любви к лошадям. Это только, ну, такие. Были ребята с Инджикчуна в Красном Востоке. Я не знаю, на чем они приехали, не буду обманывать. Скорее всего, ну, не на лошадях, это точно. Но они были, они с нами сидели за столом, кушали, рассказывали друг другу.
Вот. А тем, у кого есть желание, всегда за, всегда пожалуйста. Почему бы и нет, почему бы не пригласить тебя, Миран, со мной присесть, можно верхом, можно на другом каком-нибудь транспорте. Да. И с нами с удовольствием не прокатиться по тому же маршруту, можно Красный Восток. Вот мы как раз разговаривали до начала Уразы, скоро же Ураза, вот до начала Уразы, возможно, произойдет переход с Красного Востока на Кубину, возможно. Еще не точно, но как бы это обговаривается. Я вот тебя, прости, перевез сразу вопрос, пока просто помню. А дистанция какая там? Где-то километров 40? Нет, 50? больше, будет больше. С Красного Востока до Кубины где-то, ну чтобы не обмануть, если там, видимо, будет расстояние примерно такое же, как и до Черкесска. С Красного Востока до Черкесска 65-67 километров. Ну, пусть будет 60, грубо. Красная цифра. Да, 60 километров, ну там будет серьезно. И подготовка посерьезнее, чем нежели там 30 километров. Конечно, и лошади надо, чтобы поподготовленнее были, а то Кубину поедешь, обратно уже не приедешь. Если на таком коне будет двигаться. Вот. Что-то есть такой разговор, возможно, это произойдет. Ну, если произойдет, Амиран, я тебя приглашаю. Да, я сам только за, если честно, после эфира хотел тебя попросить, добавить меня во всевозможные группы. Наш экипаж вперед только, все, у кого есть желание, только вперед. Вот тут у нас такой вопрос, можете ли повторить, о каком процессе идет речь? Друзья, 23 февраля состоялся конный переход с аула Красный Восток в аул Кайдан, 30 километров, как нам Замрат Дахчуков сообщил, он сам с аула Кайдан. И буквально 5 числа, 5 мая, ответный визит конников с аула Кайдан в аул Красный Восток. И вот сейчас мы об этом и говорим, об этой уже вновь возникающей традиции, так как она захлестнула просто весь Абаза народ, просто все социальные сети, весь, я не знаю, медиа-мир, медиа-пространство только об этом сейчас и разговаривает. Вот, и решили как-то вот эту тему развить, и как мы видим, очень много вопросов поступает, поэтому если вы тоже хотите о чем-либо спросить, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите свой вопрос. Вот сейчас буквально Замрат сказал, что пока есть в планах переход Красный Восток Кубина, но это только планы, очень надеюсь, это получится. Я честно, прям буду самый первый, кто туда присоединится. Вот, и опережая как бы ваш вопрос, думаю, да, можно будет присоединиться. Как-то мы, наверное, вот обдумаем, вот, скажем так, с оперативной группой Красного Востока, Кайдана, там, меня как представителя организации Алашара, непосредственно пресс-службы, может как-то информационно это все обговорим, чтобы все, кто желает присоединиться, могли присоединиться. Вот это будет просто нечто грандиозное. Почему нет? Вот тут теперь вопрос. А как смотрите на переход Абазашта-Абхазия? Вот давай твой экспертный взгляд, Замрат, побеседуем об этом. Времени у нас еще вагон. Абазашта-Абхазия, это реально, наверное, скорее всего. Почему? Потому что я помню, у нас есть в селе уже взрослые мужчины, которые разговаривали раньше об этом, которые непосредственно, точнее, один точно, я помню, что он говорил, что он участвовал в этом. Да. Ничего себе. Его зовут Ислам Дахчуков тоже. Вот Ислам Дахчуков, он мне рассказывал как-то, ему сейчас, он на пенсии, можно сказать. Вот он мне рассказывал, я не думаю, что он будет обманывать, порядочный мужик. Вот он участвовал в этом. Абхазию они ездили верхом. И если хороший конь, если подготовленность есть, почему бы и нет? Это, я думаю, что будет очень хорошо, если мы съездим. Вот так, если мы соберемся и только на лошадях. Никаких там, никаких там транспортов других, только на лошадях. Только надо лошадей хорошо подготовить. А то лошади... Вот да, давай поподробнее, пожалуйста. Вот, очень интересная тема. Вот, могут такие быть кони, что вроде посмотришь, такой хороший конь, а эти
тем более там горы, тем более там... А вот какие другие, вот, хорошо, все пункты можно, пожалуйста, вкратце, там, какое-то специальное питание, там, месяц, да, готовить, как-то там подковать, расчесать, там, не знаю, подстричь, там, поить витаминами, там. Расчесывать или так далее, какие-нибудь. Кормить обязательно, конечно, надо. Я вообще не особо эксперт в лошадях, но я очень их люблю, эти животные, очень, ну, у меня есть дома лошадь просто потому, что я люблю их. Я на него и не сажусь, ну, особо так и не езжу. Ну, есть у меня дома коняшка, я люблю ее, я уделяю ей много времени. Вот. И к чему это все говорю? Надо хороших коней, которые действительно смогут преодолеть вот это расстояние и, как сказать, с гордостью, чтобы приехал и голову опустил, и лошадь обратно не брал. Подковать обязательно, на 4 ноги обязательно надо подковать лошадь. Неподкованная лошадь, там маршрут тем более серьезный, и не факт, что будет все гладко. Ну да. Где-то может дождь пойдет, тем более в горах, может снег пойти, тем более вот сейчас. Или осенью, например. Летом не так. Так что надо с подготовленной лошадью. Если лошадь не подготовлена, в общем, то там ни о какой Абхазии речи за несколько месяцев процесс подготовки должен быть строго системно, не отходя ни от чего-то. Нормального коня, чтобы воспитать его, надо каждый день его седлать. Каждый день седлать и каждый день на нем ездить. Чтобы выработать в нем вот этот стержень мужской, чтобы в нем был, и чтобы он мог проехать большие расстояния. Как Абхазия. Ну да, тем более как Абхазия. Заурат, смотри, здесь очень интересный вопрос. Как ты знаешь, аул Инжиччукун второй раз к ряду одержал победу в наших главных спортивных состязаниях на Абазинские игры. И вот тут такой вопрос. С Красного Востока на лошадях можете на открытие Абазинских игр собраться? Вот это очень крутая идея. Я не хочу, конечно, загружать отдел спорта Расула Чукова, главного ответственного за это мероприятие, но в этом году 5-й юбилей на Абазинские игры. И вот как ты думаешь, наверное, было бы круто как-то соорганизоваться нашей компашке, я же уже с вами, нашей команде, вот, вне зависимости от лошадок, чтобы не догружать наших сотрудников, и просто взять, включиться в программу Абазинских игр и как-то вот рассчитать так время и приехать туда. Наверное, это реально сделать. Ну вот до Абазинских игр, Абазинские игры у нас в июле, да? В конце июля, 21-го в этом году. В прошлом году 24-го они были, в этом году 21-го. В принципе, у нас есть время подготовиться к этому событию и приехать в Инжичкун на лошадях. Это будет вообще... Я вот, как ты говоришь, у меня тоже начинает переполнять. В Инжичкун, если заедем, тем более как-то вот так, Малый Зеленчук, чуть-чуть левее, через Карапагу надо будет проехать. Я думаю, к нам многие присоединятся. Вот это другие села, по которым... По пути прям как раз. 100% Псыж, Карапагу, в смысле, очень много будет людей. Я думаю, это реально воплотить в жизнь. И над этим можно подумать, поразмышлять. И с ребятами тоже переговорить вот это все. Да, автор этого вопроса знал, что писал. Ну, и там еще такой нюанс. Многие ребята, которые именно будут верхом проезжать вот это расстояние, да, ну, с Красный Восток, там, или, ну, другие села в Инжичкун, которые приедут, я думаю, что они все будут участвовать в этих играх. И это будет вообще... Это будет, да, просто шедеврально, конечно. Шедеврально, там еще какие-то можно слова придумать, но это будет очень круто. Согласен, да, это, ну, цель хорошая, главное, чуть в разработку взять. Да, в разработку, и надо кого-нибудь, чтобы... Поэтому все, кто нас сейчас видят, присоединяйтесь, из идеи фикс порой рождаются гениальные вещи, которые потом входят в историю, поэтому, думаю, кто-то сейчас на том конце задумывается уже, так, надо будет им написать и примкнуть к ним. Запросто, да. Сейчас нам еще один вопрос пишут, вижу. Вот у меня такой вопрос. Мы начали говорить о Красный Восток, Кубина и так далее. А можно ли создать что-то такое, чтобы, как ты знаешь, у нас есть, как тебе сказать, некий
такой кулак, назовем его, такой стержневой район в Адыгехабльском районе, где очень много абазинских аулов. Собраться даже в том же, например, Инджичукуне. Почему нет? Почему нет? Это довольно-таки реально. Вот когда вот это у нас произошло, когда 23 февраля к нам ребята приехали, мне позвонили из Азмы. Ребята, не сказать, что не с недовольствием, ну, сказали, а почему вы не сказали другим? Вот так, да, обидка, да. Вот она прочувствовалась. Она вроде бы и не сказала, но почему ты не сказал мне, но не конкретно ко мне, а вот ко всем вот этим ребятам, которые непосредственно участвовали в этом мероприятии. И я говорю, может, мы не учли вот этих всех моментов, некоторые нюансы, может, мы упустили, а так это было бы здорово, конечно, тем более, что они, вот эти села Апсуа, Кульдо, Кульчкон, Азма, они тоже как-то отдаленно сидят. И мы тоже, кстати, не совсем близко. Мы хоть к Черкесску близко, но вот к другим абазинским селам мы тоже чуть далеко сидим. Чуть обособленно получается. Да, ну так получается, это география. История, да. История, почему, там всякие нюансы другие. Вот. Почему бы им, я думаю, почему бы им тоже не организовать вот этот поход, пусть из Казмы, пусть они спустятся, в Апсуа спустятся, да. Апсуа довольно такой старинный абазинский аул, Чигирея, я думаю, они в грязь лицом не ударят и тоже сделают. А потом уже, я думаю, что вот это все превратится вот в то, что ты говоришь как раз. Может, уже соберемся где-нибудь в центре, пусть в Инджикчкуне, пусть в Бран, самый, кстати, самый старый аул абазинский. Старшенькие наши. Да, самый он такой. Почему бы там нам не собраться в Эльбургане? Я думаю, эльбурганцы ребята... Да, Бибарк у нас гостеприимный. Бибарк Аджагелом. Я как вспоминаю, 350 лет, да. Как они этот праздник устроили, просто красота была. Либо там, ну, в принципе, там проехать полчаса. Да, согласен. А как уже присоединились? Уже есть. Вот у меня еще один вопрос, Замрат. Вот смотри, я на лошади сидел последний раз, чтобы не ошибиться, лет в 15. Это получается 10 лет назад. И сейчас у меня доступа к лошадям нет. Ну, разве что где-то, да, в курортных зонах наших, там, в прокат взять и так далее. Вот я хочу примкнуть к вам, пригласить там старшего брата, всю свою семью, братью, всю свою друзей, соседей, ну ты понял, в общем, всей ватагой прийти, но мы парни амбициозные, скажем так, и все хотим проехать верхом. Вот как решить вопрос с лошадями? Это такой тяжелый вопрос, на самом деле, с лошадями. Поголовья хватает? Поголовья. Сейчас интересная тенденция пошла. Лошади очень сильно ценятся. Они всегда вообще ценились у нас, у абазин, вообще всегда лошади ценились. Я не помню дня, чтобы у нас дома во дворе не было лошади. Тебе лично я рекомендую завести лошадь. Я с радостью. Да, заведи лошадь, потому что у нас есть много ребят, которые этим занимаются, которые держат, которые есть у них конюшня, где они оставляют лошадей, где они смотрят за ними, кормят. Ну, за это, соответственно, что-то надо давать, да, что-то конечно, надо платить. конечно, Вот. Да. Такие есть моменты. Даже в Черкесске я знаю ребята, которые живут здесь в Черкесске, а есть лошади. Даже дома есть, здесь у пацана. Вот он наполовину красновосточный, наполовину гайданский. У него дома есть лошадь. Вот у Черкесски буквально сейчас 5 минут мы у него выведем, посмотрим. Молодец какой. В общем, можно заниматься, можно смотреть лошади. В СЖ огромное количество ребят, которые занимаются. Можно у них, ну, тоже, опять же, за какие-то денежные средства оставлять, держать. В общем, этим можно заниматься. А тебе я же сказал конкретно, я тебе советую, заведи хорошего жеребца, держи. Да, прислушаюсь. Да, и завтрашний день у тебя не возникнет такого вопроса, а на чем я поеду? Ну да, вот, не будет у тебя такого вопроса. Потому что вот это оно движется, это серьезно двигается оно вперед. С конями мы неразлучны, это в любом случае, как бы там ни было, мы сплетены
Ну да, да, переплетены. Да, с любое этими, там да. стихотворное произведение возьми про Кавказ, горцев, всегда Да, джигит, да. конь, везде неразлучно. Даже- Правда. Даже для тебя, просто для того, чтобы у тебя было, вот, выехал утром, выходной день, сел на него, прокатился по Кубани хотя бы, или поднялся вот туда до Хабеза, спустился, и тебе хорошо, и ему хорошо. Да, согласен. Надо обязательно будет так Общение с животными, тем более с Тоже- лошадьми. Ну, это, знаешь, говоря, ипотерапия, да, вот еще есть такое, даже 100%. лечение, там и аневризмы лечат, Конечно, и даже дети. деток с ДЦП Да, лечат. вот я Вообще, хотел сказать вообще. о тебе об этом. ДЦП, это как церебральный паралич, по-моему, да. Вот здесь Знаменский поворот, в сторону Джигуты едешь, там есть конюшня. Конюшня есть, где ипподром новый построен. Конная школа, да, Вот, там вот эта есть школа. это, да, Я, бывает, заезжаю туда, и детей специально для этого туда привозят, катают их. Детки. Да, лошади это, ну, Да. благородное животное. Конечно, да, это конечно. Вау, других А- слов не нахожу. Лошадь, чтобы для всех, я не знаю, ну, нет человека, у которого есть 3 лошади. У него один лошадь, которую он сам поедет. А, ну, может, одна еще лошадь есть, ну как тебе объяснить? Может, и есть поголовье, Мгм. только есть, ну, они не подготовлены Ну да, настолько, опять же, сколько да. подготовишь одного, да. Соответствие, да. И получится так, что, ну, из-за того, чтобы, допустим, не обидеть, да, или там не огорчить кого-то, он Мгм. тебе даст, допустим, лошадь. Но я при этом тебе дам, да, подставляет лошадь, да, да, и вот опять не, же, да. не Или соответствует. же туда дойдет, а обратно уже все Да, подведет. ну, какие-то некрасивые моменты будут просквазываться, вот этот момент происходит. Согласен, Из-за этого. да. А так-то поголовье может и есть, даже не может, а есть оно. И единственное, что все вот это поголовье, оно не готово к длительным переходам. Вот этот переход с Красного Востока в Кубину, например, не каждая лошадь потянет. Ну, Тем да, более конечно, там да. серьезные подняться, спуститься там. Не поедешь же ты по асфальту постоянно, опять же ноги, Ну опять да, же копыта, конечно, опять да. же ну, всякие там другие нюансы. В общем, если лошадь не подготовлена, то это очень так пагубно будет влиять. Да. И на тебя будет влиять в будущем, на завтра. Завтра, может, конь тебя и привезет, но надо будет за ним потом так смотреть, что лучше бы ты на нем не ехал. Ну да, согласен, да. Вот Да, и такие моменты. насиловать животное Да, тоже, да, это да. живое существо, поэтому Вот такие. согласен. В общем, очень хорошая у нас с тобой беседа получилась, сказал, просто прекрасная на самом деле. Друзья, если у вас еще есть вопросы, пожалуйста, пишите, наши ассистенты их нам перешлют. Вот, а вот сейчас такой вопрос. Вот, кстати, сообщение надо прочитать. У адыгов был же переход Иордания-КБР, Кабардино-Балкарская республика. Ну, да. То и абазины, думаю, смогут с Абазашты в Абхазию. Но, как сказал уже Зомрат, это вопрос подготовки. Да, подготовка. Тут нужно подходить просто профессионально, найти людей, которые проконсультируют, все распишут, расскажут и начать это все делать. Не столько, Там сколько уже. у кого-то искать, сколько каждый человек, который занимается, у которого есть лошадь, он сам знает, на что его лошадь способна. И вот этот момент как раз надо и его чуть переподготовить, либо какие-то другие нюансы подготовить, сесть. Я говорю, каждый день нужно седлать и ездить. Каждый день. И тебе плюс, и коню плюс. Да, согласен. Если- Ну, это как тренировочки, да, Да, получается? конечно, конечно. Как люди тренируются, 100%. точно так же лошадь тренируется. 100%. Я понял. Вот теперь все же я хотел бы обратиться к зрителям. Надеюсь, нас еще смотрят, видят. Ну, у нас всегда аудитория хорошая. Я тоже часто смотрю. Было бы очень приятно, если у кого-то есть ну, поголовье лошадей, имеется в виду, вот, на следующий такой переход, если вы узнаете, что как-то мы вот нашли вас, или вы как-то нашли нас, или там сказали, друзья, я здесь, там у меня они есть, давайте их подготовим, как Замрат сказал. И можно было, там, если у человека есть там 5 лошадей, да, там 2 хорошо подготовим, 3 как-то вот найти средства, время подготовить, тоже заняться ими, чтобы еще 3 всадника, это как бы тоже большой Ну, плюс, конечно, как бы, конечно. копейка рубль бережет, каждая Конечно. единица, это
огромный вот этот строй, это будет прекрасно. Поэтому, если вы сами занимаетесь или есть знакомые, друзья, близкие или родственники, обращайтесь, пожалуйста, к нам, напишите, чтобы мы этот вопрос как-то начали развивать. Почему? Потому что в будущем мы предполагаем, это будет действительно такая красивая традиция, вот, не просто перед какими-то даже мероприятиями, а просто так взять, созвониться со своими братьями в другом ауле, сказать, Да. завтра мы выдвигаемся, встречайте. Да, да. И ты едешь, и там просто праздник души, и это, ну, я не знаю, просто переполняют эмоции на самом 100%, деле. да, так и есть. Ждем еще пару минут, Замрат. Большое тебе спасибо еще раз, что ты нашел время посетить Не за нас. что. Честно, беседа просто вау. Я сам зарядился. Просто включай меня везде, где только можно. Сразу звони, пиши, где какие-либо идеи возникают. Я везде буду в первых рядах, поверь мне. Ты Это парень такой, ты... действительно прям очень классное мероприятие на самом деле. Да, да, очень хорошо, что мы решились. Что Как мы... ты думаешь, вот может попробовать, ну, извне связаться с ребятами, вот как ты сказал, Казма и Чигирей, и попробовать там как-то, ну, у нас-то, у вас имеется в виду, уже есть опыт проведения этого мероприятия, нет, какие-то нюансы все равно там важны. И вот как-то связаться с ними и попробовать организовать такой переход, и по возможности даже присоединиться к ним. Ну, это будет чуть-чуть тяжелее, конечно, из-за расстояния. В принципе, расстояние тоже не проблема. Сейчас довольно-таки большое количество людей занимаются лошадьми и перевозят аккуратно, зацепил, конечно, за машину зацепил коневозку, загрузил лошадь, перевез ту же Казму, оседлал, машину бросил, оседлал, спустился в Чигирею, этот мясо покушал, обратно себе приехал, коневозку загрузил. То есть проблем никаких нет. Тут ребята, которые, наши ребята гайданские, которые ехали в Красный Восток, кстати, там есть пару человек, которые именно так и сделали. Лошади здесь черкесские, либо псыжи, я точно не помню. Но факт то, что коневозку загрузили, приехали в Кайдан, оседлали, сели и поехали в Красный Восток. Красота, все. Проблем никаких. Есть, да, проблем никаких. Главное желание и возможности лошадей. Согласен. Главное желание Согласен, у всех. да. У тех, кто хочет Ну, проехать. тогда, скажем так, запустим к зрителям такую идею. Ожидаем тогда в ближайшее время подобное событие, мероприятие. Я бы с радостью к нему присоединился, если честно. Ну и давай уже тогда прощаться. Наше стандартное объявление. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы есть во всех известных социальных сетях. Это и ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. У нас есть канал в мессенджере Telegram. Присоединяйтесь, там можно ввести в поисковике наш адрес, как в Инстаграме, ано_Алашара. Там мы публикуем новости, кстати, на 20 минут раньше, чем везде, если честно, такая фишечка у нас есть. Не знал. Вот. Там можно действительно узнавать все самым-самым первым. Мы вторыми, вы первые, мы вторыми. Ну, грубо говоря, да. Понятно. Вот, и обязательно канал на YouTube. Регистрируйтесь, создавайте учетку в Google, подписывайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте вот уведомления, и все абсолютно вот подобные эфиры, такие интересные беседы. Это, поверь мне, если бы я был обычным обывателем, я был бы далек вообще от общественной деятельности. Увидев то, как ты это рассказывал, Замрат, я клянусь, я бы все бросил. Где этого парня найти? Я тоже хочу к ним в команду. Вот просто вот настолько это действительно прям завораживает и зажигает. Поэтому присоединяйтесь к нам, будьте с нами. Наше сообщество должно расти. Давайте рассказывать всем о нас, о том, что мы делаем, присоединяться, увеличивать свое количество. Всем большое спасибо. У нас в гостях был Дахчуков Замрат с аула Кайдан, один из участников, наверное, даже центральный участник событий конных переходов с Красного Востока в Кайдан и ответного с Кайдана в Красный Восток. У ребят очень много планов. Присоединяйтесь к нам в нашу команду. Я уже у них в команде просто. Да. И будем продвигаться. Всем большое спасибо. Бзила. Бзила. В общем, красивый эфир получился.